Ребятки, доброе утро. 29 октября, -3 на улице. Воскресенье, ребята. Сегодня мы решили сделать тушенку с бобра. Угостили вообще, Саныч, если будешь смотреть, привет тебе. Угостил, ребята, бобром. И вот мы решили его, ребят, закатать в баночке. В автоклаве. Очень нам нравится все это дело. Соответственно, ребят, разморозили мясо. Вот сколько тут, я не знаю, Ларис, примерно на скидку. Ляжки, да? Не знаю. Ляжки, что-то вот. Ну, с костями, в общем, ребят. Сейчас надо будет все обрезать, всю мякоть. Какое Яркое. Ну, цвет дичи, ребята. Немножко поговорим, наверное. Многие на скидку очень сильно брезгуют. Ну, считают, что это какая-то большая крыса. На самом деле, ребята, это хороший трофей по охоте. Бывают достаточно большие бобры. В каких-то регионах их очень много, в каких-то поменьше. Так что у нас добывают различными способами. Кто-то капканами ловит, кто-то стреляет. Вот, допустим, как Саня. Можете, кстати, посмотреть на канале Охота и рыбалка в тайге Коми. Саня ведет канал свой, и как раз вы можете посмотреть, как вот этот бобер, эти бобры добывались. В данный момент мясо свежащее, практически 2-3 дня назад было добыто. Мы решили не терять времени, закатаем, в общем, ребята, с салом, кстати, салом. Многие знают, а многие не знают, что вообще дичь, такое особо нежирное мясо. Вообще брать птицу, глухаря, косача, лося, вот, допустим, бобр. Есть, кстати, у него небольшой момент, мясо пахнет осиной. Ларис, вот ты сейчас разделываешь, есть такой момент? Ну, что-то я сильно не чувствую. Не чувствуешь, да? Нет, кстати. Нормально. Ну, возможно, Саня вымочил, потому что вот именно дичь, да все, любое мясо надо вымачивать хорошо. Вот, и жира очень мало. И вот мы решили, ребята, добавить вот прям такое, не знаю, заехали в магазин, такие прослойки. Это все будем добавлять к мясу. Вот. Так что как-то так, ребята, не знаю, кто там брезгует, и кто-то не пробовал, кто-то вообще даже не видел, ребята, и не понимающий, в общем. Да, бобра спокойно можно брать, можно добывать, стрелять. Видите, какое плотное, такое розовое мясо. Да, и как раз вот именно, что, ребята, автоклав поможет нам в этом. Потому что если его, допустим, просто жарить на сковородке, хотя это тоже можно, я пробовал жареного бобра. Жестковато, его надо хорошенько выпаривать, вымачивать и долго жарить, в общем. Пробовал шашлыки из бобра, сухие, сразу вам говорю. Вот, котлеты из бобра я пробовал, но, правда, вперемешку со свининой. Вообще круто, в целом нормально. Еще раз говорю, бобры разные бывают. Обычно живут семьями, выводками. Соответственно, как-то так. Бобры, кстати, рыбу, ребят, не едят. Питаются только растительными моментами. Вот эти всякие карасины. Ну, в общем, в этом расчете. Так что здесь диетическое мясо, так будем считать. Вот как-то так, ребятки. Если грамотно все приготовить, и на самом деле дичь очень-очень неплохо, ребята, заходит. Даже в наше время есть все в магазинах. Раньше же как мяса же не было, охотники стреляли для пропитания, ловили рыбу для пропитания. А сейчас же я считаю, что охота, рыбалка в большей степени это как развлечение, это, ну, поймали, добыли, хорошо, нет, так как бы и тоже хорошо, потому что сейчас уже не те времена, ребятки. Сейчас уже охотники едут, и в рюкзаке у них колбаса лежит, так что такие дела. В общем, у нас вот столько, ребят, мяса, не знаю, килограмм 6-7, наверное, может больше даже, да, Ларис? Мякоть мы сейчас вырезаем, а косточки пойдут собаке. Там никаких супов варить не будем, конкретно, ребят, будем заниматься чисто тушенкой. Впереди зимний сезон, зимняя рыбалка. Баночку с собой взял и
и хорошо. Гостей угостил. Гостей угостил, совершенно верно. Какую-то зажарку, ребят, мы делать не будем, да, Ларис? Нет. Лук, там, морковку, ничего. У нас конкретно мясо, вот это сало, вот этот курдюк. И специи, там, соль, перец, лавровый лист, там, перец горошком. Все, никакого масла, ничего мы не будем добавлять. Вот все будет решать именно вот этот жир. Должно получиться, ну, традиционно, как оно должно быть. Без всяких там, без всякого лука, чеснока там и морковки. Ну, по желанию, может, кто-то и готовит, ребят. Так что... Пишите, кто как готовит. Да, такие дела. Ну, самое интересное, что, наверное, лосятину, тушенку пробовали, медвежатину пробовали, а вот бобрятину, ну, вот такая. Я вообще еще не ела. Не ела ни разу, да? Ну, вот видите, ребята, как. Нет. Медвежатину я пробовал, кстати, Ну, немножко... запаха никакого нет специфического. Это уже радует. Да. Бобр, кстати, ребят, не только по мясу ценен, вообще забирается охотником полностью, кто конкретно занимается бобровой охотой, так правильно, да, сказать. Шкура идет в ход, хвост, я знаю, что из хвоста делают хороший деликатес, полностью обдирается мясо. И еще такой момент, ребят, бобриная струя, это хорошее лекарство, у нас дома есть, да, Ларис, стоит бутылочка. Ну, запах. Да, ребята, очень хорошо помогает для желудка, не знаю, в общем, даже с потенцией, по женскому здоровью помогает. Я знаю, что сибиряки раньше там в деревнях давали детям просто как вместо рыбьего жира, знаете, ложечку бобриной струи. У нас стоит тоже дома, ну, я вам скажу, такое себе лекарство, очень, конечно, вонючее. Пьется чайная ложка на голодный желудок с утра и до завтрака, ребята, обязательно. Если вы употребите и не покушаете, изо рта будет пахнуть целый день. А так, хорошая вещь, ребята, на самом деле, настаиваться на спирте, ну, на спирту, на водке, кто как любит, и, в принципе, употребляется. Но это надо делать курсом. Это сегодня выпил, завтра не выпил, тоже не дело. Надо конкретно сесть на диету и вот попить, так скажем, очень хорошо. И худеют люди, и, в общем, есть свой плюс, короче, ребят, от этого животного. Как по охоте, так в целом прям забирается все. Так же, как и медведь. Вот у медведя, правда, есть жир, есть свое сало. Но опять же, медведи бывают разные, ребята. Бывает медведь зверюга, который гоняет там лосей, там оленей и питается ими. А есть такие, знаете, они как травяные, корешками там, питаются там грибами, там ягодами и так далее. И, соответственно, у них жир своеобразно разный. Так что вот, есть такие медведи, да. А есть вот такие бобры, ребят. Так что сегодня у нас тушеночка. Все, что-то разговорились. Лариса тут работает. Вот уже одну ляшечку обрезал. Ну, кстати, смотри, неплохо получилось с одной ляшки. Так что мы 10 банок-то закроем, ребят. Фэнселмени, повторюсь, по автоклаву. На 10 пол-литровых баночек. Лично вот эта моделька у нас уже порядком. Мы приготовили кучу различных блюд, рыбу, соусы делали, каши делали. Очень нам нравится. За эксплуатацию уже в течение года, наверное, больше уже, ребята. Весной было, да, год, полтора года. Ничего, никаких изъянов не повело. Тут что-то не сдулось, не раскрутилось. Все нормально. В общем, вещь хорошая. Информацию внизу оставлю. По скидке Дрюня будет даже вам скидочка по промокоду Дрюня. Ладно, продолжаем. На самом деле, ребят, вообще не пахнет. Я помню, как-то мы разделывались, попался у нас бобер, капкан. И вот мясо прям конкретно пахло. Наверное, скорее всего, кто-то что-то неправильно сделал. Потому что того же сикача, ну, кабана разделывать, я имею в виду, там, бобра, вот именно где пузыри вот эти, я имею в виду, возле гениталий, там обрабатывать надо аккуратно, в перчатках, и ни в коем случае потом ножом там не лозить по нормальному мясу и там трогать руками мясо, которое вы там разделывали, допустим, ту же вот бобриную струю вы вырезали аккуратно ее,
Она очень специфическая, и запах прям въедается капитально. И, соответственно, возможно, неправильно мы как-то раз сделали. Ну, вот прям реально не пахнет. Ну, очень круто выглядит, ребят, как говядина. Смотрите, краснющее такое мясо. И пахнет как говядина. Ну. Так что, ну, Саня, что, грамотный охотник. Мне кажется, сделал все по уму. Все в разных пакетиках, все вот как бы вот. Так что такие дела. Ну, вот такой процесс, ребята. Конечно, не быстрый, но Лариса качественно все делает. Вот такие косточки, видите, остаются. Говорю, помоги, он не хочет. Я сегодня за оператора, ребят. Могу что-нибудь подсыпать там. Сейчас вот кофе поставлю, налью, без проблем. Такой тоже, он не любит этот процесс вообще. Ну, у меня хозяйка шикарно справляется с этим, так что если что-то надо было прорубить костяру там или что-то еще, без проблем. А так, видите, как быстро, ребята, получается у нее. Раз, и все. Как будто каждый день бобров разделал. Это останется между нами, да? Ну да. Все. Ну вот вторая ляжка практически, ребята, догорает, так скажем. И вот сколько мяска. Вот у нас еще две. Задняя, вот эта очень большая, передняя. Но мясо красивое, смотрите, ребят, какой цвет. Очень такой насыщенный. Такой прям малино-красный, такой розово даже что-то такое есть. Шикарный, конечно, цвет. Ну, честно скажу, тушенку с бобра, ребят, я еще не пробовал. Лосятину пробовал, тушенку, медвежатину пробовал, а вот бобрятину еще не пробовал. Жареного бобра я ел, котлеты ел, вот тушенку не знаю, ребят. Вот мы попробуем сейчас сделать. А что нет, получится нормально. Тем более с жирком. Должно быть все четко получиться. Пока Юрий нарежет под кофеек, ребята. Частенько прилетало, я даже недавно задавал вопрос, как вы рассматриваете, если на канале появится еще и охота. Многие говорят, фу, там, дичь, презирают там убийства и так далее. Ну, тут, ребят, как разобраться, по идее. Смотрите, колбасу тоже все кушают, правильно? Вот там вот конкретно выращивают, да, так правильно сказать, скотину на убой, чтобы изготовить потом ту же колбасу. А здесь охота, это такой момент. Получилось, не получилось. Тут уже совсем все другое. И кто вот в деревнях привыкший, конечно, кушать, я имею в виду дичь. А для городского жителя, конечно, это не зайдет, мне кажется. Стрелять, в принципе, тоже ради удовольствия. Как бы, ну, это неправильно, мне кажется. Если рыбу ты еще поймал, поцеловал, сфоткался и отпустил, то еще как-то это проходит. А вот по охоте уже ты, чтобы сфоткаться, надо забрать, а уже ты уже его не отпустишь, правильно? Соответственно, тут такая тема. Если стрелять, то стрелять уже конкретно прям добирать подранков и, ну и, конечно, готовить. Ну и опять же, частенько говорю, вот мне не понравилось, не зашло. Ребят, как приготовить, понимаете? Все зависит тоже от хозяюшек, вот, получается. Тут добавили, там добавили, и я могу даже пример привести. Вот две хозяйки приготовили одно и то же, да, грубо говоря. Даже, может, те же рецепты добавили, а вкус разный, понимаете? Душа должна быть, да, Ларис? Да, но я против охоты. Ты против охоты? Конечно, я тебя вообще потом видеть не могу. Так ты против охоты в целом или против охоты, чтобы я занимался? И ты в целом. Мне жалко. Ну, жалко. Мне очень жалко. Я еще раз, ты только что сказал, жалко. Вот колбасу ты ешь, правильно? Тебе не жалко? Да, я вот бобра сейчас стою и режу. Но мне жалко. Ну, тут видишь, как бы. Тут понимание должно быть, я вот то и говорю.
И тем не менее, я тебя видеть вообще не буду. Ладно, тут уже по-семейному ты поперла. Так, давай, у нас еще 2 ляшечки. И... Блин, смотрите, ребят, как наполняется. Мы думали, что немного будет. Так, друзья, ну что у нас? Вот сколько, Ларис, лап было, не помнишь? Ну, хорошо, ребят, килограмм. Блин, я не знаю даже сколько чистого мяса. Обрезали мы. Все вырезали. Ну так, по максимуму. Вот на такие кубики, да? Ну, а что? Меньше надо? Ну, мне кажется, меньше. Не растопится или растопится, как думаешь? Не знаю. Ну, попробуем так, не знаю. Можно, конечно, и перекрутить, ребят, это все дело. Мясорубки там. Ну, мы, короче, попробуем так, ножом. Опять же, делаем все на глаз. Там никаких пропорций, ребят, нету. И не пишите там, оставляя рецепт. Все делается на глаз, ребят, примерно. Вот столько мы порезали сала. Я думал, будем перемешивать кубики сразу с мясом. Лариса говорит, давай, говорит, попробуем отдельно. Ну, по баночкам раскидать. 100%. Не знаю, вот столько еще осталось, здесь килограмм. Давай перемешаем. Да я же сразу тебе сказал, что. Зачем заморачиваться? Мы вот все, что каши, всю рыбу, ребят, делали, все зажарку, соль, перец сюда, все полностью. И потом все это конкретно уже по банкам раскидываешь. Так намного проще, лучше получается. Вот и вся любовь. А это что, сейчас сезон щуки пойдет на жерлиц. Также котлеты. Такие вещи не пропадают. О, шикарно, шикарно, ребята. Сальцо это подтопится. Мясо будем держать около часу. Если, допустим, рыбу в автоклаве готовим, ребят, минут 40, соусы там минут 20, а мяско, тем более бобра, подержим часик, наверное, на 120 градусов и 1,2 баррелей. В общем, мне кажется, все будет четко. Что, Рис, скажешь? Готовим банки. Все, баночки. У нас в баночке потом лавровый лист, да? Да, душистый и горошком еще пойдет. И все. В принципе, ребят, весь состав. Это замораживаем на котлеты. Готовим баночки. Пока Лариса Юрьевна готовит баночки, я приготовлю автоклав. В общем, фольжно. Готовим, ребята, на пару, не на воде. Кто-то заливает полностью. Мы всего лишь добавляем пол-литра, точнее 1,5 литра. И у нас готовится на пару. Примерно до фольжна вот этого наливаем. Достаточно. Вот так вот. Все, автоклав заряжен. Стоит резинка. Закладывается 5 банок. Ставим второе фольжно. Ну или просто вот эту проставку. Кстати, помыть надо ее немножко. У нас какая-то банка вытекала. И закрываем. Кстати, вот
Стараемся использовать, ребята, новые крышки всегда. Потому что старые они бывают вот подтекают. И потом неприятно по банкам, когда вот все это жир вот этот выкипает. Так что на крышках не экономьте, да, Ларис? Да. Мы уже заметили, использовали второй раз. Ну, в принципе, их можно использовать, но для автоклава как бы не подходит. Используем только винтовые крышки. Закаточные не подойдут туда, потому что все повзрывается у вас, ребята. Ну, в общем, все на дно ложим лаврушку небольшую. И вот рисы черный и душистый получается. 2-3 горошины. Плюс-минус, больше не надо. Масло мы сюда наливать не будем. Все. Вот рассыпаем. Вот у нас 500 граммовые, ребята, есть. Есть даже вот 450, видите. Ну, какие есть. Потому что осенью все банки затарены. И вареньями, и соленьями. Ну. То, что собрали, то, что собрали. Ну, там, в принципе, ребята, разницы никакой нету. Главное, чтобы первое дно было в банке ровное, а потом хоть в крив кость какую ставьте, хоть одну 3-литровую, хоть 2 там литровых и сверху там каких-нибудь маленьких, без разницы, ребята. Прям конкретно ничего нету. Конкретно модель под 10 банок, я вам сказал. А у ребят в компании есть еще на 15 банок. Фенсел мини, а у них это Фенсел 2 вроде. Он, ребят, немного больше. В общем, нам этого достаточно. Если вы там заготавливаете прям объемно, то можно взять там и на 30 банок. А если, допустим, так для себя, то достаточно миника, потому что он легкий. Его можно поднять любой женщине на плиту. Здорового уже там загруженный вы уже не поднимете. Ну и вот, ребят, что, загружаемся. Крышки, все у нас простерилизовано. Многие пишут, а типа, что не показываешь. Ну, конечно, ребята, что за глупые вопросы. Естественно, это же делалось не для того, чтобы как-то правильно или неправильно. Это делалось для того, чтобы хранение. Так их, в принципе, можно и не стерилизовать, ну, потому что там все стерилизуется. Ну да. Вот это же тоже верно, ребята. В принципе, в автоклаве-то натуре там же и стилизуют. Главное, крышки. Вот. Ну вот, в общем, такие дела, ребят. Сейчас посмотрим. У нас всегда мимо с одной банки почему-то. То 9 у нас выходит, то что-то этот. Ну, потому что пропорцию не знаем, как бы. Мы знаем, что на 10 баночек где-то 5 килограмм надо, ребята. То ли рыбы, то ли, там, не знаю, грибов и так далее. Ну, здесь 5 килограмм 100% есть, мне кажется, будет прям по красоте. Прям по красоте. Классно у нас, ребята. 9-я банка опять пустая. Вот, я не знаю, кто смотрел какие-нибудь серии из того момента, когда мы готовили, у нас всегда одна банка вот эта мимо. Вот, ребят, пожалуйста, смотрите. Ну вот, как-то так, я не знаю. Вот у него четко на 9 банок прям получается. Ну ничего, разницы, я говорю, ребят, нету. 9 или 10, как бы. Даже 7 и 8, просто, ну, понятное дело, что. Ну вот, сколько мяса было, все полностью разделали. Так что сейчас тут за одну банку ничего не выдумывать не будем. Как раз у нас, ребята, четко. Все, закручиваем баночки и на огонь. Все. Так. Есть такое дело. И 4 баночки у нас, друзья, получилось. 9.
вместо 10, ну ничего. Закрываем. И на огонек. Закрывается вот такими болтами. Правильно закрывание, ребят, это вот как колесо машины, то же самое. Чтоб не было всяких вот этих повреждений. Где-то перетянули, и крышка может потом просто покривиться. Ну, все по инструкции делаем. Просто и все. Сейчас мы уже вот этот провод не добавляем, который показывает, что вода закипела. Мы уже не добавляем. Все. Я, в принципе, от руки, ребят, закручу. Если, допустим, женщина, то можно там отвертки какой-нибудь усилить. И все. Клапан открытый у нас. Такие дела. Все, ребята, поставил на огонь. Сейчас пока закипит. Пока наберем давление, температуру, которая нам нужна. И уже только тогда, ребята, засекаем час. Ну, пройдет кое-какое время. Тут вышел. Потихоньку приготавливаю себя к зимней рыбалке. Начинаю тут немножко перебирать вещи. Резко так, ребята. Дожди, бац, мороз. Сейчас в данный момент, кстати, чтобы вы понимали, прохладненько. 7 градусов. Морозика. Ну классно, ребята. Ни снега, ни дождя. Вот сухо. Подсушило все и все промерзло. Все промерзло. Так что я пока тут немножко убираюсь. Так, друзья, ну что, 100 градусов, водичка кипит. Закрываем, ребята, клапан. Сейчас срабатывает вот этот клапан. И набираем, ребята, мы 120 градусов. И сейчас, когда клапан закроется, будет подниматься давление. 1,1. И после того только засекаем, ребятки, время. Что-то не поднимается. Сейчас поднимется. Ну все, ребята, спустя 20 минут мы набрали то, что нам нужно. 122 градуса даже и один. И вот сейчас скоро 1 будет баррель. В таком режиме мы обе огонечек убавляем. Сколько, Ларис, время? Без 20 час. Без 20 час. Без 22, ребята, мы выключаем. Ну и, естественно, оставляем на всю ночь, чтобы остывал. Завтра увидимся на дегустации. Все, ребятки, до завтра. Доброе утро, ребята. Всю ночь такой снежочек кропалил. Все, зима наступила. Вчера еще снега не было. А на утро уже все. Так нормально поднавалило. Сантиметров 5, ребята, выпало. Ну, вот такой целый день он сегодня будет кропалить. Тут такие дела. Ладно, ребят, что, попробуем тушеночку нашу. Как что получилось. Прошла ночь. Автоклав вчера выключили. И вот, в общем, он оставал сам потихоньку. Красота. Ладно. Погнали, попробуем. Опа. Так, ребятки, ну что. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Повторюсь, что первый раз делали именно из такого зверя. И я еще не пробовал никогда в жизни. Вот честное слово. Так что все на ваших глазах, так скажем. Откручиваю. Постоял у нас часик. Должно все получиться. Так, ну все, открутили.
такая штучка, ребят, смотрите. Сколько этого жира, бульона. Но это все потом замерзнет, потому что еще теплый. Он потом застынет и будет уже настоящий тушничок. Все, крышечки, видите, все вмялись. Все под давлением. Ладно, сейчас я достану, воду солью и попробуем. Ну вот, друзья, 9 баночек. Без подтеков, все хорошо. Вот говорю вам, ребят, надо ставить новые крышки всегда. Опа. Так, ну что, жир, смотрю, не расплавился. Надо было, конечно, его то ли перекручивать на мясорубке, то ли еще меньше нарезать. Ну ладно. Это же все равно будет использоваться какому-то гарниру. Ну, в принципе, можно и так есть. Вот такое мяско, ребят. Ну, смотрите, все готово. Полностью мясо проварилось. Давайте попробуем. Огонь, ребята. По соли все хорошо. По специям все четко. Хорошая вещь. Мягенько. Все отлично, ребята. Класс. В общем, такие дела, ребятки. Чё? Автоклав, конечно, делает вещь. Очень круто. Рыба, мясо, блин, вот для охотника, для любой хозяйки, неважно, в деревне живете или в городе, вещь незаменимая. Так что, кто еще не заказал, много, ребят, что потеряли. Бобр получился великолепный, никакого запаха, вообще все идеально, жирненько. Такая баночка в поход, просто можно с хлебом так поесть или какому-то гарниру, там, неважно, макароны, гречка, рис. Очень быстро, очень вкусно. Можно просто в котелок, в кипящую воду согреть так или на сковородку, неважно. Вот этот бобер пойдет на зимнюю рыбалку. Пацанов угощу, да и так вообще бывает. Что-то лень заморачиваться. Открыл, мы даже дома так делаем. Какую-нибудь заготовку, бац, быстренько. И суп готов. Все, ребят, давайте. Всем приятного аппетита. Готовьте сами, готовьте дома. Это хорошо. Все, пока.